Наступила практически весна, переходный период, наверное, это самый сложный период в жизни города, имеется в виду хозяйство нашего городского. Весна несет с собой, во-первых, понятно, что это сходящий снег, гололед, протечки, порывы, травмы, все, что связано. Весна приятное время года, но для нас с вами весна это определенное напряжение. И вот этот переход, и вовремя почувствовать, и вовремя сделать, он не всегда у нас с вами получается. Вот мы здесь уже, я Магомеду Нурмагомедовичу поручал с вами работать в том плане, чтобы действительно и с кровлями занимались, с сосульками, с подъездами, со дворами, с проездами всеми, с гололедицей. Вот результаты рейда у меня здесь вот практически с фотографиями, вот целая стопка с фотографиями, с обследованием, с подписями всех основных управляющих компаний, все, что проехались, отметить, ну, более или менее лучше. Можем только одну компанию, Литвин Алексей Иванович, сказать, по вам меньше всего там замечаний. Посмотрели, и даже дорожки во дворах подсыпаны, и, так сказать, почищено, и сбито. Ну, собственно, во всех остальных случаях где-то сделано, где-то не сделано. Результаты вы сами видите и у себя. И вот, в частности, хочу пример привести, что вот на Коминформе, здесь вот сегодня смотрели, наверное, да, напечатано, вот я сразу хочу сказать, у нас Карла Маркса, дом 200, это чей? Ну, Евгений Евгеньевич, что там у вас такое? Снег упал на машину. Снег упал на машину или на голову? Мужчина сидел в машине, поначалу госпитализации отказался, потом пришел сам в больницу. Ну, черепно-мозговая травма. За машину-то вы теперь, я так понимаю, будете отвечать? Ну, в зоне, скажем так, падения, в зоне вывесок стоял. Посмотрим. Но тем не менее. Зоя Космедемьянская. Там что, магазин или что у нас, Сергей Васильевич? Магазин, да. Магазин? Не дом жилой, ничего? Нет, жилой дом, и вот там... А падение было с дома или с козырька магазина? Ну, там непонятно пока, идет расследование. Что значит непонятно, Сергей Васильевич? А вы... Там есть козырьки, нет, там козырьки на спальне, ну, жильцов козырьки, и плюс еще наша кровля была почищена. Ну, разбирайтесь. Я, коллеги, не просто так это зачитываю, я к тому, что ведь каждый случай, он не останется без рассмотрения, без разбирательства. Каждый случай и дойдет до того, что это будет кому-нибудь, так сказать, и сроки, но самое-то главное, люди страдают. Надо же, ну, смотреть все равно. И как бы мы ни говорили, мы тяжелейшие 90-е годы прошли, пережили. Теперь говорить о том, что у нас чего-то, так сказать, понятно, что всегда есть сложности. Но этот момент, он самый важный. Сегодня пока не сказали, сказать, что вон в парке Кирова же народу столько гуляет, люди падают, руки начали ломать. Пока не сказали, нет, не посыпали дорожки. Сегодня посыпали, Сергей Васильевич, так я понимаю? Да. Но вчера этого не было. Хотя, так сказать, лед стоит уже который, тоже. Муниципальное предприятие под вашим, так сказать, ведомством находится. Улица Жакова чья? Жакова. Улица Жакова. С крыши жилого дома снежная глыба упала на 35-летнюю женщину. Заметив сход снега, женщина успела увернуться, однако задела глыба. Сильный ушиб грудной клетки. Вы разбирались с этим инцидентом? Какие дома? Ну, здесь дом не указан. Но надо найти женщину. Жакова полностью ваша? Жакова 4, Жакова 6, все. Два дома. Ну, значит, надо смотреть, Сергей Васильевич. Разбирайтесь. Скорая помощь дает такие цифры, что за последние 3 дня на улице города сложилась напряженная ситуация по травматизму. Это врач отмечает.
Обратились 12 человек уже с различными травмами, связанными со сходом снега, с сосульками и так далее. Ну, правда, в Эжве у нас там случай какой-то, Александр Юрьевич. Там подрались, а сослались на сосульку. Но это доказано или нет? Ну, пока это так. То есть это сосулька или драка? Значит, два мужика по пьяни подрались. Значит, для того, чтобы не сдавать своего друга, он заявил о том, что это сосулька. Ну вот, значит, будет сосулька. Будете вы отвечать за эту сосульку. Но это было 19-го, тогда еще мороз, и сосульки, собственно, ну, не могли пускать. Коллеги, мы с вами неоднократно говорили, и мы, так сказать, уже научены опытом, и проходили все это, не первая весна, и так далее, и так далее. Нет, вот каждый год повторяется одно и то же. Люди жалуются на непроходимость дворов, люди жалуются на то, что с подъезда не выйти, сразу скользят и падают. Ну и, естественно, падают снег с крыш. Снег, сосульки, лед. Смертельных случаев в Сыктывкаре сколько было? Как еще вот надо объясниться-то? Ведь это разовая работа, на которую вы должны заранее как-то уже какие-то силы предусмотреть, какой-то обход. Тут надо действовать разово. Здесь нельзя так, что мы можем на месяц растянуть это. Вот начинается вся эта капель. Начинается все это. Здесь надо сделать одномоментно, потому что пока мы растягиваемся, сегодня один двор, завтра другой, послезавтра третий, тогда вот и получается травмы, не дай бог, гибель. По Эжве отдельный вопрос, Александр Юрьевич. Приезжал туда к вам, посмотрели. Раньше Эжва была просто примером. А сейчас вот на доске позора у вас Емвальская 13. Это что такое-то? Люди пишут мусор, свалка. Ну я вижу, конечно, снег грязный, но надо же выезжать, реагировать на такие вещи. Жилкомхоз здесь? Да, Здесь. уже убрали. Уже убрали. Значит, когда я был там с объездом, но правда, Эжва всегда была примером. Всегда была примером. И для центральной части, и всегда мы говорили, в Эжве всегда, так сказать, порядок. Дошли до того, что надо носом поводить. Михаил Дмитриевич, до чего дошли-то? До чего еще дойдем? Мы всегда говорили, одна управляющая компания в Эжве. А тут и горы снега, которые не вывозятся. Ну ладно, по дорогам сейчас прошлись после того, как проехали. Я понимаю, мне сказали, что прошлись. Но горы снега, те же сосульки, те же, так сказать, все эти снег на крышах, все же это есть. И этим надо заниматься. Вы сегодня муниципальное предприятие, у вас нет других задач. В отличие от коммерческих предприятий, вот у них в уставах записано извлечение прибыли, у вас не записано извлечение прибыли. У вас выполнение услуг. Сейчас предпринять все меры. Вот все, что я перечислил, что относится к чрезвычайкам и вот к мерам безопасности, и все, что относится к уборке города. Так, чтобы мы, когда уже снег сошел, мы только потом подмели, и у нас было более-менее. Потому что, ну мы же сами жители города, мы же все видим, мы же тут живем, мы же это смотрим, наблюдаем, дети наши ходят здесь. Нам приятнее, когда, так сказать, все это убрано, и снег сошел, и уже мусора нет.